народным праздником ознаменовала Мордовия этот исторический день. Мордовской автономной Советской Социалистической Республики. Когда-то в советское время, когда праздновали добровольное вхождение мордовского народа в состав российского государства, еще тогда Рыбаков, академик, возглавлявший институт союзной истории и археологии Союзной академии СССР, он тогда сказал, что как такового вхождения мордовского народа в состав российского государства не было. Этот процесс шел уже более 1000 лет назад. Вам надо, если что-то отмечать, то надо отмечать как минимум тысячелетие. И не добровольного вхождения, а как-то его по-другому надо назвать, что это был во многом поэтапное, естественное, ну скажем, объединение или единение народов. С высоты птичьего полета открываются перед нами просторы нашей необъятной Родины. На ум приходят слова Сергея Есенина: «Край мой, любимая Русь и Мордва, притчу мглы ты, как прежде жива». Русь и Мордва. Уже 1000 лет вместе живут на этой земле наши народы. 1000 лет делят поровну все радости и напасти. 1000 лет строят свое общее государство под названием Россия. Надо придеть, там открыть, что ли, эту штуку. Это наши эти предки. Это женщина. Да, а это чего теперь вот эти руки? Да. Тебе не снится ночью-то? Нет. Ну это, по-твоему, молодая, да? Ну да. А? Да. Зубы-то хорошие какие. Трась какая. Вот что из человека получается? Мордовская культура является древнейшей культурой
на территории Восточной Европы. Исторически сложилось так, что формирование мордовского народа происходило в двух локальных областях. Это, во-первых, в районах Верхнего Пасурья и Приморшания, то есть на территории современной Пензенской области. И вторая группа Мордвы формировалась в районах Арзамасского Потешья. В письменных источниках Мордва упоминается под именем Морденс в труде готского историка Иордана VI века. Следующее упоминание о Мордве в письменных источниках мы находим в X веке в трактате Константина Багрянародного, который называет «Страна Мордия», то есть уже страна, населенная народой Мордвой. Ну а разделение на Мордву Мокшу и Мордву Эрзю в письменных источниках относится уже к, собственно, монгольскому времени, то есть к XIII-XIV веку. Вот что из человека получаться? Что говорит, там загробная жизнь, вот она какая. Вот она какая загробная жизнь-то. Христианизация Мордовии началась уже в XI-XII веках. То есть можно говорить фактически почти о тысячелетии христианизации Мордовии. Процесс христианизации со стороны Нижегородского княжества, со стороны как бы севера, да, эрзианских земель, он происходил тоже очень активно, о чем свидетельствует того, что будущий святейший патриарх Никон, родившийся в мордовской глубинке, в эрзианском селе Вильдеманово, он уже в 17 веке, он родился в 1605 году, он уже принимает крещение сразу. То есть он уже родился в христианской семье, можно так сказать. И он везде признавал себя русским. Это, можно сказать, первый человек, который понимал вопрос нации как гражданско-политической общности. Для него было важно единство российского государства, единство одной веры. Мордва не просто там добровольно вот каким-то образом раз и вошла в состав российского государства. Она как народ государствообразующий, то есть участвовала в становлении самого государства с самого его начального этапа. То есть это конец, скажем, первого тысячелетия. И исходя из вот этих аргументов, было предложено отметить праздник 1000 лет единения народа мордовского с народами российского государства. Эта тема обсуждалась с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович Путин тогда активно поддержал. Мы эту тему обсуждали еще в 2006 году. В 2006 году был построен храм, и открытие его было посвящено началу празднования. А вот завершение празднования определили позже, на 2012 год. Построенный храм в центре Саранска носит имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Это имя навсегда вписано в славную историю нашей страны. Молодец! Поздравляю тебя, мичманом. Надо стараться, Федор Федорович. Первый экзамен сдал. Вали! Святого праведного воина Федора Ушакова почитают далеко за пределами России. И с его канонизацией флот российский приобрел духовного покровителя. Идея канонизации Федора Федоровича Ушакова, она, в общем-то, вытекает из его жизни. Великий флотоводец земли российской сам родился не в Мордовии, да, а в Тамбовской губернии. Но здесь его родители имели имение в селе Алексеевка в Темниковском районе, куда он, в общем-то, после отставки от службы приехал,
привел имение в порядок и жил вблизи Синоксарского монастыря, оказывая очень большую поддержку самому монастырю. А сам монастырь возрождал его дядя, тоже Федор Ушаков, который тоже являлся военным в прошлом. И Федор Федорович Ушаков уже ближе к концу жизни, конечно, завещал себя похоронить в ногах у своего дяди. Было такое смирение, понимаете, такая кротость. Адмирал, кавалер многих орденов, вхожий предсветлые очи императора, завещает себя похоронить в ногах у какого-то простого монаха. За короткое время Саранск превратился в одну большую строительную площадку. Город буквально преобразился на глазах. Столица Мордовии Саранск стал современным европейским городом с интересной архитектурой, бульварами, фонтанами и скверами. Город Саранск, он один из старейших городов. В 1641 году был основан как крепость казачья. В разные времена были в жизни города. Город строился, развивался, но рассвет нашего Саранска, он пришелся на новейшую историю России, на эти годы. Последние 6 лет Саранск становился призером во всероссийском конкурсе как один из самых благоустроенных городов страны. 2-е, 3-е место. Вот по итогам 2011 года Саранск признан победителем в этом конкурсе. Конечно, мы искренне стараемся, чтобы люди в нашем городе оставались, молодые люди, чтобы они строили свою жизнь, свое будущее, связывали свое будущее своих детей, внуков, правнуков с Саранском, с Мордовией. Руководство республики сделало очень много для своей молодежи. Есть где отдыхать, работать, учиться. Саранский университет расширился за счет новых корпусов. Было закуплено новое современное оборудование. Теперь выпускникам вовсе не обязательно уезжать в другие регионы за хорошей жизнью. Молодых специалистов в республике ценят. В прошлом году мы 2800 квартир построили для молодой семьи за 1 год. Так у нас программа «Молодая семья», значит, семья сельская, да, значит, на селе молодая семья. Значит, сейчас запускаем отечественную программу для учителей. Это федеральная программа для учителей. У нас ипотечная своя программа есть. Значит, строительство жилья. Наша ипотека от государства обязана, согласно наших законов, выдать кредит на 25 лет под 5% годовых. Если 2-й ребенок, мы 10% кредита ипотека списывает. Если 3-й ребенок, еще 20% значит, кредита списывает. Значит, и если 4-й, еще 20% ипотеки. Значит, 5 детей, после того, как он получил ипотеку, списывается полностью ипотечный кредит. Вложение в детей у нас самые выгодные вложения в республике. Мы часто слышим в отчетах высокого начальства подобные фразы. Но то, что происходит в Мордовии, это не пустые слова. Практически все школы республики компьютеризированы. Каждый ребенок может найти себе занятие по душе, будь то спорт, музыка, народное творчество. Таллинская игрушка целиком и полностью основывается на древних архаичных формах, традиционных формах и на орнаментике Мордвы. Все это опирается на философию мастера, народного мастера. И то, что, скажем, на основе школы развивается промысел, это не каждому творческому коллективу дано. Нам
Нам это удалось. Есть у нас музеи, выставочные залы. В любое время ученик может открыть и находиться там, учиться, вот, скажем, на примере работ ранних мастеров. Еще на заре, когда зародилась эта школа, дети себя чувствовали как дома. Они находили, скажем, отдушину, тепло именно в здании школы. У нас 15 человек, народные мастера Союза художников России. Вот. Добрая половина из них продолжает заниматься этим ремеслом или искусством, как хотите. Вот. Члены Союза художников, 6 человек. Бывшие ученики частенько бывают в школе. Даже те, которые отошли, скажем, от этой деятельности, приходят просто поинтересоваться, как у нас дела, просто поговорить. А мастера тоже частенько приходят, и я понимаю, даже немножко для того, чтобы подзарядиться. Потому что школа живая, школа действует, рождаются новые идеи, новые работы. Знаете, когда владыка Варсонофий в 1991 году приехал сюда, в Мордовию, здесь было всего 17 церквей, ни одного монастыря, и масса храмов стояли разоренными. Сейчас прошел 21 год, и картина совершенно иная. В каждом районном поселке, в каждом селе фактически есть храм или молитвенный дом, очень много новых построенных храмов, замечательный собор, имеется духовное училище, имеется 14 монастырей. Это один из лучших, в общем-то, таких вот духовных показателей в России. Более того, я хочу сказать, что есть очень крепкие священнослужители, есть люди, к священникам, которые едут люди со всей России. У нас сейчас вообще очень удивительная ситуация. У нас теперь митрополия в Мордовии, и у нас 4 епископа, 2 из которых русских, и 2 мордвина. У нас есть епископ Макшанин,